На телеканале БСТ программа и интервью. И сегодня на наши вопросы ответит президент Российской академии художеств Василий Зурабович Церетели. Василий Зурабович, здравствуйте. Здравствуйте. Вы сегодня прилетели в Уфу, и вы уже сегодня встретились с главой Республики Башкортостан, с Радием Хабировым. О чем вы говорили? Первое, что встречает потрясающий аэропорт. Ради Фаридович потрясающий губернатор. Вам очень повезло в регионе с таким руководителем. Недавно вы праздновали 450 лет Уфе. С этим я вас поздравляю. И то, что я увидел, потрясающий музей, коллекции, как развивается город, чистота. Ну и вообще, сегодня утром мы уже были здесь у памятника Салавата Юлаева, и меня очень обрадовало количество детей, молодежи, которая с утра уже здесь приходит, радуется и смотрит на это великое достояние мирового искусства. Да, действительно, это любимое место горожан и вообще всех жителей Республики Башкортостан и туристов. И вот что касается реставрации памятника, здесь вот его реставрация вызвала большой общественный резонанс, потому что это один из главных символов нашей республики. И вот вы как специалист скажите, действительно ли пришло время для его реставрации? Ну, в первую очередь, да, были сделаны исследования, тщательные исследования. Российская академия художеств, да, в тесном сотрудничестве с Госниром и другими специалистами. И это мнение профессионалов, что, безусловно, надо делать реставрацию памятника. К сожалению, ему уже скоро будет, это прекрасно, 60 лет. И конструкция, внутренние конструкции, да, памятника, болты, швы, это все, к сожалению, пришло время для восстановления и реставрации, чтобы на столетие будущим поколениям, да, передать этот памятник в хорошем состоянии. И Российская академия художеств, как главная, да, институция, государственная институция, которая объединяет самых лучших художников, высочайших профессионалов во всех специальностях, будет курировать, как раз следить, чтобы этот памятник достояние не только Башкирии, не только России, да, а мирового значения, культурное наследие, чтобы было сделано на высочайшем уровне, с привлечением самых профессиональных специалистов на всех этапах реставрации этого памятника. А вот скажите, 60 лет срок службы – это много, мало или, в общем-то, достаточно? Учитывая то, что здесь все символически, этот памятник отливался на заводе «Монумент Скульптура» в Санкт-Петербурге. Этот завод входит в состав Российской академии художеств. Я перед тем, как прилететь, с Геннадием Степановым, директором этого завода, бывшим директором, он член президиума Российской академии художеств, разговаривал. И он вспоминал, как этот памятник отливали. Его отец еще тоже руководил этим заводом. Поэтому это было сделано на высочайшем, можно сказать, художественном уровне. Это главный завод нашей страны. И то, что он так долго продержался, это говорит о высочайшем профессионализме и художника, и архитектора, и тех специалистов, кто этот памятник делали. Но время, погодные условия, все, знаете, изменения, которые, да, в глобальном потеплении и так далее, все равно имеют свое, да, говорят. Поэтому мне кажется, что пришло время, но он действительно продержался. Есть памятники, которые спустя 30 лет нуждаются в реставрации. Поэтому это все зависит от места, где установлено, как это было сделано. И мне кажется, что этот потрясающий, да, художественный образ, да, после реставрации вернется опять и будет символом, мировым символом еще на долгие-долгие времена. Ну и сейчас, конечно, идут споры и мнения всевозможные. Нужно ли его реставрировать, оставив на месте, или же вот его куда-то вывозить в специальные для этого места? Это тоже, опять же, да, профессиональное мнение. Безусловно, этот памятник будет демонтирован, отвезен здесь, мастерские, то есть это никуда он не будет покидать территорию, да, можно сказать, Уфы.
И будет здесь на месте уже проводиться его реставрация. Почему его надо демонтировать обязательно? Потому что конструкция, внутренняя конструкция, она пришла в негодность, часть ее. Понять это сможем только после того, как будет произведено вскрытие. Ну, как вы представляете, да, памятник стоит на пьедестале, его, если начинаешь раскрывать, это будет очень сложно. Поэтому его надо, чтобы не повредить, его надо демонтировать спокойно в закрытом помещении, где не повлияют никакие погодные условия, а наоборот, есть все те возможности, чтобы провести антикоррозийные работы, полноценную очистку и так далее. Это будет в закрытом, хорошем помещении. Это все сделано, а потом уже обратно вернется памятник, смонтируется и будет уже находиться здесь. К ходу, вернее, работы мы сейчас вот продолжим, да, эту тему. Вы просто сказали, памятник скрыть, я сразу представила, какая-то высокоточная технологичная работа, как настоящая операция, вот, да. А когда вы его вскроете, могут оказаться какие-то, моменты, которые вот не были, допустим, спрогнозированы? Реставрация – это очень сложный и вот как вы сказали, да, как операция, да, то есть это мы можем, начиная, да, операции на сердце и так далее, да, спланировать все, что угодно, но когда происходит вскрытие, там могут быть сюрпризы. Также здесь, да, и пока не произойдет полностью открытие, да, самой конструкции монумента, с точностью сказать, в каком оно состоянии, очень сложно. Поэтому только после вскрытия уже можно будет с точностью сказать, насколько полная картина. Мы сейчас, когда делали исследования камерами, была возможность и просканировать, и зайти. Там образовались щели, да, даже где птички залетают. И это, конечно, туда вода попадает, сырость попадает. Это все влияет на состояние конструкции. Конструкция – это конструктив, который держит этот монумент, да. И самое было бы неблагоприятное, если бы конструктив, да, настолько повредился бы, что не смог бы быть бы несущим, да. Поэтому все делается вовремя, все делается профессионалами. Согласны ли вы с утверждением, что вот та организация подрядная, да, которая будет заниматься реставрацией, она, для нее это будет не просто работа, это будет имиджевая работа, это будет даже, можно сказать, наподобие какого-то якорного заказа? Вы знаете, поэтому я здесь нахожусь, да, и Российская академия художеств, да, потому что, в первую очередь, как я уже сказал, да, Российская академия художеств на протяжении всей истории нашей страны участвовала в самых сложных и великих проектах нашего государства. Участвовала в восстановлении храма Христа Спасителя. Недавно закончила храм Святого Саввы. Множество памятников скульптурных и других, да, участвовали наши академики. И поэтому глава привлек нас как консультантов, чтобы каждый этап этих работ был бы сделан самыми высокими профессионалами, с душой, сердцем, любовью, потому что это памятник великий не только для вас, да, а для всего нашего наследия. Конная скульптура, да, вот как вы говорили, да, тоже задают вопросы, это имеет огромную художественную, музейную ценность. Так как художник Салавата Юлаева, как здесь воспроизведен в движении, который, да, идет в бой вперед, зазывает с собой армию. Это потрясающее произведение с художественной точки зрения, уникальное, да. Таким образом создать вот этот, знаете, вот порыв, да, вот этот эмоции на лице, да, как сделан конь, понимаете, все это вместе имеет огромную важность художественную. Поэтому это важно все сохранить. Руку мастера важно сохранить. Поэтому к реставрации, опять же, будет с очень осторожностью проведено все, чтобы ничего там, не дай бог, чтобы что-то, да, такого нового, да, почему, да, конечно, можно было отлить новый памятник и установить, но важно сохранить ту энергию, ту душу, да, которую сюда вложили и художники, и архитекторы. А вообще при реставрации стопроцентная сохранность вот первоначального облика
скульптуры, стопроцентные. Конечно. Тут будет восстанавливаться и красочный, и слой чугуна, да, и все, и вернется тот исторический, да, колорит этого монумента, да, то есть все будет возвращено так, как это было задумано авторами и как это радовало, да, и существовало на протяжении 60 лет. В последнее время мы видим, как развивается сотрудничество между Республикой Башкортостан и Российской академией художеств. Ваш дед, легендарный Зураб Константинович Церетели, был большим другом Башкортостана. И вот совсем недавно Российской академии художеств открылась выставка «Адрес памяти Воскресенская», где представлены картины известных художников, которые в годы Великой Отечественной войны были эвакуированы в Воскресенское Мелюзовского района. И вот как в целом вы оцениваете сотрудничество Академии нашей республики и какие проекты, в общем-то, планируете дальше реализовывать? Потрясающая выставка к юбилею 80-летия Победы. Карина Владимировна открывала этот проект. Потрясающая коллекция, да, которая благодаря Уфе, благодаря Башкирии сохранилась во время эвакуации. И это было очень важно показать в Москве. Был директор школы, да, где учились эти студенты когда-то, да, которые были эвакуированы. И эта выставка сейчас открыта, радует горожан. И я только что посетил ваш музей. Потрясающая у вас коллекция, в потрясающем состоянии. И мы общались на ту тему, чтобы делать больше выставок совместных в Российской академии художеств, в Московском музее современного искусства, обмен проектами, обмен выставками. Поэтому это все будет, знаете, заложено первый, да, вот как бы сказать, моим дедушкой Зурабом Константиновичем, который обожал Башкирию, был здесь, очень любил этот край. И мы будем также продолжать сотрудничество и на благо, конечно, наших художников, культуры и горожан. Ой, спасибо вам большое за ваши воспоминания, как ваш дедушка обожал, особенно прям близко это к сердцу нам, всему Башкортостану. Спасибо. Спасибо большое. Это была программа «Интервью» на телеканале БСТ. И сегодня на наши вопросы ответил президент Российской академии художеств Василий Церетели. Оставайтесь с нами.